Монашество для меня — это осознание того, что я являюсь частью большой семьи под названием Сангха. Сангха — это у нас одна из трех драгоценностей буддизма, которая существует для того, чтобы помогать всем живым существам. И осознание того, что Сангха является таким проводником для всех живых существ в осуществлении задуманного, да, скажем так, в просветительской деятельности. Вот. И в этом есть небольшая, скажем так, моя польза. Осознавание этого факта для меня, наверное, и есть на сегодня смысл того, что я являюсь монахом. Вообще, если говорить про путь становления монаха, про мой путь, то это довольно-таки тернистый путь. Но тем не менее я рад находиться здесь, быть монахом, быть частью нашей калмыцкой сангхи, частью такого монастыря Дрипунгаманг. По приезду в Дрипунгаманг у меня были очень такие яркие впечатления. Я очень ждал эту поездку, не мог найти себе место. Ждал я, пока мы сделаем визу, документы, поэтому я очень ждал. Много я слышал о Гаманге, да, о том, что действительно много монахов там обучается. Исторически так было связано, что калмыки всегда приезжали в Дрипунгаманг монастырь и обучались в Гаманге. Поэтому я решил тоже присоединиться к монастырю и попробовать испытать свои силы, скажем так. Изначально я уже знал о том, что обучение составит 16 лет, поэтому я думал, что по мере своих возможностей буду продолжать обучение, не ставя себе каких-то целей, буду продолжать обучаться, сколько хватит сил, скажем так. Вот. По приезду сюда я изначально готовился к тому, что мне будет сложно, меня могут не так воспринять, может быть, не пойдет у меня учеба, или могут как-то посмотрят на меня по-другому. Поэтому это были все мои заблуждения. И по приезду сюда я все эти заблуждения они рассеялись. Я увидел Дрипунгаманг совершенно в ином отражении. То, о чем я слышал ранее, и то, что было на самом деле, это было совершенно два разных мира. Конечно, я благодарен нашим старшим монахам в лице Гиши Санала, в лице Гиши Йонтена, Дорджи Гелюнга. Вот, это были те люди, благодаря которым я оказался здесь, в Дрипунгаманге. И, можно сказать, вот они первые ввели меня в курс дела, в систему обучения Гаманг монастыря. Говоря про Дрипунгаманг, если говорить в целом про монастырское обучение, да, буддийское монастырское образование, то это будет немного отличаться от светского стиля образования. То есть объем образования, который получают монахи, он немного, как сказать, большой, трудоемкий. И для того, чтобы все это изучить, достаточно нужно прилагать очень много усилий, и, соответственно, очень много времени нужно уделять для этого. В первую очередь мы в монастыре делаем упор на саморазвитие. То есть мы должны дома заниматься, смотреть различные источники, читать книг как можно больше, для того, чтобы развить в себе какое-то базовое мнение, да, скажем так, логическое мышление и так далее. И, может быть, для кого-то это будут какие-то, скажем так, трудности, потому что уделять столько много времени образованию, да, учебе, это, так сказать, не всем удается. Если мы говорим про 5 лет, да, когда мы обучаемся в обычных университетах, в течение 5 лет, если мы обучаемся по такому режиму, то это, как бы говорится, одно. А когда мы говорим о
годах обучения, например, как гамма-дацани, да, 16 лет, то это действительно несет в себе какую-то сложность. Для кого-то, может быть, даже психологически это очень сложно. И вот, если говорить про обучение, для чего мы столько изучаем, да, для чего мы уделяем столько времени обучению, все это нужно для того, чтобы проводить дискуссии. То есть основное обучение строится именно на дискуссиях. Для того, чтобы подготовиться к этим дискуссиям, мы проводим много времени дома, также ходим на занятия до своих преподавателей. Каждый в монастыре может выбрать своего преподавателя и ходить к нему на занятия. То есть если мы видим какие-то достоинства учителя, да, и видим стиль его повествования, если он отличается от других, то мы можем попросить его для того, чтобы он давал нам занятия по определенной теме. И плавно переходя к диспутам, стоит сказать, что это действительно львиная доля нашего обучения строится именно на диспутах. Если говорить кратко, то, наверное, многие видели уже, и вы также видели, да, что монахи проводят часовые дискуссии, дебаты, и много криков, шума происходит, и это действительно очень эмоциональное зрелище. Мы дискутируем это в первую очередь для того, чтобы развить в себе аналитическое мышление и достоверное познание, чтобы у нас имелось какой-то широкий взгляд на буддийское учение. Если мы будем расширять свое понимание, то, соответственно, у нас уже будут какие-то определенные возможности для того, чтобы углубиться в этом буддийском обучении. Наверное, многие видели и знают, да, что есть монахи, когда проводят дискуссии, используют очень много жестов. Вот. Это все не просто так, не от того, что да, мы хотим как-то эмоционально задавить своего соперника, нет. Здесь в этой дискуссии каждый жест имеет свое значение. К примеру, перед тем, как начинать свой диспут, да, то есть мы, если мы говорим про двух оппонентов, да, тот, кто стоит, и тот, кто сидит. То есть стоящий, он вопрошает, задает вопросы, а сидящий, он отвечает, оппонент. И вот, соответственно, когда вопрошающий перед тем, как начать диспут, да, он берет в левую руку четки таким образом и закидывает их, правой рукой хлопает по левой руке, переворачиваясь, делает такой жест. Что это значит? Это значит, что живые существа, которые находятся в уделах трех низших миров, да, чтобы они, какая-то часть из этих существ, могла обрести рождение в верхних мирах. Таким образом, мы говорим, что живых существ мы переносим из нижнего удела в верхний удел. Вот. Это вот начало нашего диспута. Мы его называем также голова. И задаем вопрос уже из какого-то, скажем так, учебника, да, из какого-то источника. Берем цитату и задаем вопрос. То есть вот такая-то цитата, вот где это написано. И все, и на этом строится наш диспут. Также по мере развития дискуссий уже жест немного отличается. Да, вопрошающий он, да, одевает четки таким образом на левую руку и уже задает вопрос. В конце вопроса он хлопает в ладоши. Этот жест также имеет свое значение. Левая рука у нас символизирует мудрость. Правая рука символизирует метод. И, соответственно, когда мы проводим хлопок, хлопок означает союз метода и мудрости. А когда мы натягиваем четки, да, таким образом, это символ того, что мы выводим живых существ из круга сансары, то есть из круга цикла перерождения. Помимо этого есть также жест, когда монахи хлопают и топают ногой. То есть топание ногой — это тоже часть жестов, когда мы хотим закрыть дверь в нижние уделы. То есть по буддийской, да, философии у нас есть 6 миров, 3 высших мира, 3 низших мира. Соответственно, существа 3 низших миров, они постоянно страдают. Соответственно, для того, чтобы эти существа не страдали, да, вышли из цикла перерождения, мы проводим такие жесты, да, скажем так, во время дискуссии.
Дискуссии у нас это действительно такой очень интересный, зрелищные моменты, да. Мы стараемся, как я уже говорил ранее, развивать аналитическое мышление. Также наши учителя говорят о том, что это аналитическая медитация. То есть, проводя дискуссии, чем лучше мы углубляемся в тему, тем, соответственно, легче нам будет проводить аналитическую медитацию. То есть, когда мы начинаем с одного вопроса и постепенно начинаем развивать линию, да, этого вопроса, мы потихоньку приходим к чему-то. То есть, когда есть такое, да, крылатое выражение: «В споре рождается истина». Вот, мне кажется, это и есть, когда мы с нашим оппонентом пытаемся разобраться в каких-то ключевых моментах. Дискуссии, они вот предназначены для того, чтобы развить какие-то ложные воззрения и в себе как-то утвердиться в том, что учителя прошлого, учение Будды, что она именно достоверна. Что, опираясь на это учение, действительно можно достичь просветления. Развивая логику диспутов, мы уже поговорили о том, что, да, монахи уделяют много времени подготовке. У нас есть, скажем так, да, мои однокурсники. Вот, я уже за годы обучения с ними уже знаю, кто примерно как отвечает, да, какое у него логическое мышление, как он может отвечать. Соответственно, я могу подстраиваться под своего оппонента. Если говорить как сказать, внутри, если монастыря, если мы говорим про диспуты, то, соответственно, мы уже знаем про друг друга, про ход мыслей, да, и стараемся вот готовиться так, чтобы если мы с ним начнем дискутировать, я мог как-то на 2-3 шага вперед уже мог знать, как привести к тому, чтобы он начал противоречить себе. То есть это не является целью дискуссии, чтобы, да, именно поймать своего оппонента на противоречие, а именно чтобы найти ответы на трудные моменты. То есть у нас разные источники, мы изучаем очень много текстов, источников, да, и, соответственно, чтобы найти какие-то вот ответы с точки соприкосновения в этих источниках, они иногда, бывает, расходятся, но это не говорит о том, что они говорят о разных вещах. Они говорят об одном и том же, только стиль повествования немного разный. Поэтому, чтобы найти соприкосновение, да, пути соприкосновения, почему они так говорят, мы и проводим дискуссию. В диспутах всегда есть две стороны: отвечающий и задающий вопрос. Если судить по моему скромному мнению, то я думаю, что, наверное, отвечающим будет немного сложнее. Потому что тот объем знаний, да, тот объем, скажем так, источников, из которых будет, да, задаваться вопросы, из которых будут приводить цитаты, нужно будет все знать отвечающим. Соответственно, он должен уметь парировать между всеми вопросами. Плюс к этому, да, сложность добавляет еще то, что вопрошающему, да, тот, кто задает вопросы, ему могут прийти на помощь другие монахи, будь то это однокурсники, либо студенты старших курсов, соответственно. Поэтому ему, может быть, в этом плане будет немного сложнее парировать между, да, логическими цепочками всех разных монахов. Также в этом году к нам в Дрипун монастырь приехали 1000 монахов из различных монастырей традиции Гелуг в рамках зимних дебатов, которые проводятся ежегодно. Вот, их называют Джан Кучуй. И особую радость этому событию также добавило то, что сам его Сирда Лама, да, прибыл к нам в Дрипун Гаманг, Гаман монастырь, да, и, соответственно, благословил нас всех своим присутствием. Если говорить в 2 словах про межмонастырские диспуты, то это действительно очень масштабное, да, событие, потому что из разных монастырей приезжают монахи, да, все, скажем так, приезжают именно не просто монахи, да, а те, кто имеют достаточно большое количество опыта диспута, да, то отличники, да, скажем, учебы. Соответственно, все эти монахи приезжают сюда и отстаивают честь своего монастыря. В этом году мне также
посчастливилось участвовать, да, в этих диспутах, представлять Гаман монастырь, да, на публичных дискуссиях вместе со своими однокурсниками. Поэтому я очень рад, что у нас получилось хорошо представить. Я думаю, по моему мнению, опять же, скромному, что у нас хорошо получилось выступить, порадовать всю санху нашего монастыря, порадовать монахов из других монастырей, соответственно, и порадовать самих себя. Ну, я думаю, что какую-то часть из этих знаний мы для себя получили, опыт мы усвоили. Думаю, что в этом тоже есть какая-то особая радость для нас всех. Говоря о монастырях, да, вообще в целом, если говорить про Гаманг, то это живой организм, который поддерживается за счет монахов. То есть, если мы говорим про Гаманг, то здесь у нас обучается, проживает 1700 монахов. Соответственно, чтобы эти монахи могли обучаться, спокойно жить, да, у нас существуют различные обязательства перед монастырем. Это кухни, магазины, местные кафе, в которые можно, да, прийти, покушать и так далее. Кухня у нас нам предоставляет трехразовое питание бесплатное. Это завтрак, да, молочный чай, лепешка утренняя, обед, обеденная лепешка, какие-то, может быть, супы, рис с какими-то добавками и ужин. Это жареный рис, бывает рис и похлебка и так далее. Вот. Да, я думаю, на сегодняшний момент это самое лучшее меню, которое монастырь может нам предоставить. За это мы очень благодарны, то, что монастырь уделяет такое внимание для здоровья монахов, да, что действительно для обучения тратится очень много энергии, и, соответственно, такой богатый рацион питания у нас на сегодня имеется. Если же монахам не достает этого питания, да, мы можем прийти в одно из наших кафе и по меню выбрать какую-то еду и покушать, соответственно. И в этом нет ничего, как сказать, удивительного. Для того, чтобы эти кафе, кухни функционировали, да, мы выходим на дежурство и, соответственно, по очереди выходим, работаем, проводим работу для того, чтобы эти заведения функционировали. Если говорить про кухню, то мы делимся на старшие и младшие группы. То есть студенты старших курсов выполняют свою работу, да, режут овощи, делают приготовление на обед, а молодые монахи, они помогают старшим монахам и так далее. Говоря про кафе, то в кафе у нас выходит каждый день по 6 студентов из младших курсов. Они выполняют роль помощников главным поварам. Главными поварами выступают старшие курсы, студенты из 11 курса, начиная с 11 по 16 курсы. Если говорить про меня, то я, как являюсь студентом старших курсов, стал на очередь. Соответственно, моя очередь дежурства на кухнях, кафе, да, и различных предстоит в будущем. Говоря про жизнь в монастыре, многих, наверное, могут возникнуть вопросы, да, в каких условиях, да, или в каких домах мы проживаем, да, то по приезду в монастырь нас всех распределяют по землячествам. Говоря про калмыцких землячеств, мы относимся к землячеству Хардон. У нас есть также подземлячество, и калмыки у нас имеют свое калмыцкое общежитие. И вот на территории монастыря мы, калмыки, проживаем в таком комфортабельном общежитии со всеми условиями для того, чтобы беспрепятственно можно обучаться. У нас все монахи живут по одному в комнате. В комнатах есть кондиционеры, есть также душевые с горячей водой. Это немаловажный факт, потому что не во всех землячествах, общежитиях есть горячая вода. Поэтому я считаю, что это действительно хорошие условия. У нас есть своя кухня, где мы собираемся, вместе обедаем, ужинаем, да, завтракаем. Проводим также какие-то различные праздники, собираемся, да, по особым случаям, к примеру, сказать, дазул или цагансар. Мы готовим калмыцкий чай, жарим борцики, собираемся и в такой праздничной атмосфере празднуем эти мероприятия в нашей кухне. Помимо этого у нас есть своя молельная, которая выполняет функцию библиотеки. В этой молельне мы
также собираемся, проводим ритуалы, молебны для того, чтобы устранить препятствия какие-то, да, помолиться за наших спонсоров, благодетелей, которые всегда помогают нам, оказывают свою поддержку. И также мы используем эту комнату как для саморазвития, чтобы можно было прийти, уединиться, изучить материал, подготовиться к диспутам и так далее. Говоря про учебу, многие могут подумать, что мы сутками занимаемся, да, ежегодно, каждый день, в течение недели, месяцами, да, уделяем время обучению. И на самом деле это не так, потому что у нас понедельник является официальным выходным днем в монастыре. Помимо этого у нас есть каникулы, во время которых мы можем отправиться на учение его стержда Ламы, да, можем поехать по святым местам Индии и так далее. Во время таких поездок у нас часто встречаемся с нашими земляками, паломниками из Калмыкии, чему мы бываем очень рады, потому что земляки всегда тепло встречают нас, всегда хорошо отзываются о нас, мы всегда рады слышать приветственные слова из нашей Калмыкии, всегда рады слышать вести из нашей Калмыкии, поэтому для меня, как для монаха, живущего далеко за пределами нашей республики Калмыкия, всегда большая радость встретиться с нашими земляками. По мере возможности мы, конечно, стараемся помогать нашим паломникам, стараемся удовлетворить какие-то их потребности, какие-то вопросы, найти ответы на их вопросы и так далее. Но в этом году нам посчастливилось встретиться непосредственно с его святейшеством Далай-ламой, именно благодаря той возможности, что в этом году наш старший монах Санал Гелюнг получил звание Гише Харамбы, и, соответственно, мы как его помощники, как ученики, как последователи, да, Гише Санала, вместе с нашими соотечественниками, которые приехали поддержать его в этом событии, мы вместе получили аудиенцию у его святейшего Далай-ламы, выразили ему почтение, получили благословение и очень были рады этому событию. Вот в этом и есть, наверное, моя жизнь. Мои 14 лет, вот я стараюсь придерживаться каких-то правил определенных, вот, следуя своему, скажем так, жизненному кредо, да, постепенно меняя свое сознание, я вот думаю достичь в этой жизни чего-то. Не знаю, не говоря уже о просветлении, состоянии Будды, да, я думаю, что быть в этой жизни хорошим монахом, стараться по мере своей возможности помогать, нести свет учения Будды, наверное, заключается в сегодняшнем дне моя работа, скажем так, монаха. Не могу сказать о том, что я являюсь какой-то большой личностью. Я такой же простой сельский парень, да, скажем так, Челгирский, с Яшутского района. Вот в свои 14 лет я решил изменить свою жизнь. Не знаю, к лучшему это или к худшему. Наверное, я думаю, что, скорее всего, это в лучшую сторону. Потому что, глядя на того мальчишку, да, который отправился в Бурятию, и глядя на себя сегодня, я думаю, что большие изменения произошли в лучшую сторону. И это действительно большая заслуга именно буддийского учения, преподавателей, которые действительно несут свет Дхармы. И вот эти изменения, которые есть, я думаю, они сильно на меня повлияли в лучшую сторону. А если говорить про сегодняшний момент, то я думаю, основной проблемой является то, что у нас не хватает калмыцких монахов. И те, кто сегодня обучается буддийской философии, являются монахами, они это чувствуют, что на каждом из нас лежит эта большая ответственность. Я очень долгие годы слышу от наших земляков, что действительно на нас возложена большая ответственность. И чувствуя эту ответственность, мы продолжаем идти год за годом, продолжаем обучаться, изучать буддийскую философию, получить хорошее, качественное образование и принести свет учения Будды на нашу родную Калмыкию, да, нашей степи. Я думаю, что это является основной задачей для калмыцких монахов. Глядя вот по сегодняшней ситуации, вижу, что действительно много молодых ребят стараются проявлять интерес к буддийской философии, к буддизму в целом. Не могу сказать, что буддизм — это только религия. Если смотреть на Калмыкию в целом, то у нас люди делают упор именно на религиозную составляющую.
Буддизм — это не только религия, это и философия, в которой кроется очень много ответов на наши вопросы. Соответственно, путь, который дает буддийская философия, буддийское учение, к чему ведет, это в конечном итоге счастье. То есть то, к чему мы все стремимся, все живые существа на нашей Земле. Я думаю, что если мы будем развивать философскую составляющую, как и ритуальную часть, которая уже на сегодняшний момент достаточно развита в Калмыкии, я думаю, что мы в конечном итоге все достигнем определенного счастья.